Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Тамерлан и Диас. Сегодня у нас довольно необычное видео, мы записываем подкаст. Подкаст этот мы записываем в первую очередь для будущих студентов, для будущих учеников, кто уже собрался учиться, либо думает учиться. Для потока 22, 23. Да. В общем, в этом видео мы хотим собрать весь опыт, подвести итоги, потому что мы тут уже как минимум уже год, так что очень большой опыт мы имеем. Да. Еще раз всем привет, ребята. Вы меня, наверное, уже знаете, но я все же сейчас хочу представить Тамерлана. Тамерлан, вы спросите, наверное, кто это человек? Это человек, который всегда за камерой и оператор. снимает эти красивые моменты для Instagram страницы Global Students. Обязательно туда подписывайтесь. Вот, собственно, это тот человек, который все снимает, редактирует и дает такие красивые картинки. Вот. Сейчас поделимся со своим опытом, который мы собрали в течение года. В первую очередь давай поговорим насчет первых ощущений. Когда с момента прилета. Да. Да, я помню наши первые ощущения, они незабываемые. Да. Поскольку когда собрались только в офисе Global Students, было 4 автобуса или сколько их, не помню, очень много, сотни наших соотечественников, тех же, кто поступают, их родители, очень много людей было. Первое, что мне пришло на ум, это, так много наших соотечественников, и это очень классно, поскольку придает уверенность, ты уже перестаешь бояться, что останешься один, ни с кем не будешь общаться, то есть это просто офигенно. Это большой плюс. Даже с Тамером бывают такие ситуации, хочу коротко рассказать, мы с Тамером даже, грубо говоря, поверхностно оказались знакомыми, обе с города Алматы, так посчитать общие круги и так далее, оказалось мы с ним так сдалека знакомые, оказывается. И таких ситуаций не только с Тамером. Много, кто-то оказался кем-то косвенно знакомым, так что не бойтесь, обязательно найдется с кем пообщаться. Знакомые. Все в этом плане офигенно. Говоря еще о первом впечатлении, оно длится, в принципе, довольно долго, поскольку тебе кажется, что ты летишь не учиться, а как будто, не знаю, как будто какие-то каникулы у тебя в Турции. Просто отдохнуть и обратно, на недолгий срок, и обратно прилететь. И это довольно долго продолжается, но хочется сразу первое правило. Первое правило. Конечно, гуляйте, веселитесь, но не теряйте голову от свободы. То есть Турция очень классная, очень красивая, тут очень много где можно погулять. Но всегда держите в голове то, что вы сюда прилетели учиться. И только учиться. Так что дайте меру. Первое. Давайте же перейдем к обучению самому, Тамер, что ты можешь сказать насчет обучения в академии? Переходя на тему обучения, без рекламы, хочется сказать, что обучение просто отличное. Честно. Без лишних слов. Все учителя очень компетентные, очень добрые, хорошие, отзывчивые люди. Обязательно не стесняйтесь к ним подходить по разным вопросам, которые вы не поняли, по разным темам, они обязательно вам помогут. В принципе, каждый ученик, кто старался учиться и не пропускал занятия, показали очень хорошие результаты на итоговых тестах. Так что обязательно учитесь и учитесь. Больше ничего от вас не требуется. Требуется только совет, который я бы хотел дать, не пропускайте уроки. Ведь каждый урок, особенно языковой, он для вас важен. Это очень важно. Каждый урок, новая тема, новые сленги могут вам рассказать и так далее, так что не пропускайте. Обязательно хорошая посещаемость в этом нужна. Раз уж мы говорили о уроках и так далее, язык. Что ты скажешь насчет языка? Многие говорят что некоторые говорят, что язык наш с казахским знаком, некоторые говорят что он разный. Что ты насчет этого скажешь? Конечно же, я считаю что
казахский и турецкий язык, они очень похожи, очень похожи. И это реально намного упрощает нам обучение этого языка, поскольку многие слова и особенно грамматика очень схожи, но при этом имеют отличия. И из-за этого мы поначалу там путались, что-то не понимали, что-то там мешали с казахским, но со временем это все ушло. Главное это практика. Да. Были студенты, которые, ну, поначалу это, конечно, были смешные моменты, просто говорили на казахском, то, что надежда, то, что учителя или... Поймут, но не, к сожалению, они казахский не понимают, only Turkish. Да. Как вы, наверное, знаете, то, что есть как и языковая подготовка, так и есть подготовка по математике. Это для того, чтобы мы сдали тест ЙОС математический для поступления в универ. Касаемо математики турецкой, что ты думаешь? Ну, насчет математики, подготовка, как бы сказать, математика, чем у нас в Казахстане, и турецкая математика, она немного отличается. Надо к нему чуть-чуть привыкнуть, потому что у них свои способы решения задач. Вот, но они не сильно такие, чтобы надо будет обратно все переучивать. Плюс-минус где-то похоже. Да, там хочет отметить то, что турецкая математика это больше на логику, чем на, не знаю, как сказать, на цифры, на математику. Там больше надо именно логически думать. Логически подходить к решению задачи и так далее. Вот. Да. Такое отличие есть. А так, в принципе, математика, она, я думаю, везде одинаковая. Ну, давай перейдем на тему поступления, касаемо плавно. Ты вот как человек поступивший, что скажешь? Как все? Да, как человек, который поступил в университет Докузилюль. Докузилюль находится в городе Измир, в котором мы сейчас, собственно, и проживаем. Вот. Входит в топ-30 университетов, грубо говоря, по Турции. Вот универ хороший, поступил на факультет туризм-менеджмент. В Турции есть два вида поступления. Это по аттестату, по диплому или по как Тамерлан математическому экзамену, ЙОС. По экзамену, как, собственно, Тамерлан и сдавал. Я сдал по аттестату, мне пришло приглашение, вот, я уже туда поступил. Ну, я еще не поступил в никакие университеты, но ожидаю ответа. В середине лета уже все должно прийти. И получается, после сдачи экзамена я просто ожидаю. И, конечно же, тоже по аттестату подал в другие университеты. И потом буду решать, куда же точно уже поступать. Насчет документов, в плане подачи в университеты, в академии есть наши кураторы. Они русскоязычные, говорят на русском, на казахском языке, так что проблем в этом плане не составит, имеется в виду. Помогут собрать все документы, которые нужны для именно универа, которые они будут просить, их оформить. Коротко говоря, от А до Я, полное сопровождение по поступлению и так далее. Вот. Что еще забыли? Я еще вот хотел сказать насчет про универы. Что ты посоветуешь вот в начале года, чтобы не делали наших ошибок? Допустим, про университет. В общем, ребята, еще одно правило. Сразу как прилетите, погуляете, там отдохнете, уже начните сначала, как учеба начнется, уже искать себе университеты. Да. То есть интернет есть у всех, можете взять и просмотреть все университеты, которые есть в Турции. То есть их не так, как в Казахстане, их довольно много, то есть где-то 300, может и больше, я не знаю. В общем, начните сортировать уже сразу с прилета все эти университеты, смотрите факультеты, решите для себя, куда вы точно хотите поступать, смотрите на город, и потом, чтобы в конце, когда уже будет мало времени оставаться, вы там в спешку все это не делали, сразу уже начните, допустим, я поступаю в Стамбул на медицинский, все, ШБ, без вопросов. И так намного легче и для себя, и для кураторов, которые помогают вам подавать все документы. Так что, вот еще один совет наш. Да. Заранее знайте и ищите университеты, в которые вы хотите поступить.
сразу, можно сказать, по прилету. Ну, как нагуляться, как сам знаешь, да. Ну, Потом... теперь давай немного пообщаемся насчет жизни Турции. Да. Как тебе там? Жизнь Турции, она прекрасна. Поначалу я думал, что я устану, имеется в виду, захочу обратно. Теперь у меня другие планы, можно сказать, насчет Турции. Я хочу, наоборот, остаться. Вот скоро у нас закончились, кстати, экзамены. Да, да. Вчера вот сдали последний языковой экзамен, ТМР. Да, был итоговый, именно по языку, заметьте, он проходил в нашей академии, все прошло хорошо. Теперь мы в ожидании ответа, ну, точнее, результатов. Жизнь в Турции, она очень классная, культура тут очень, точнее, люди дружелюбные, всегда открытые, рады всегда помочь, улыбчивые, вот, подскажут, помогут. Тут еще, как сказать, очень много, легкая возможность в плане поехать куда-то, там, в города, очень рядом находятся, дороги. Да, все намного ближе, да, чем в Казахстане, поскольку Турция не такая большая, как Казахстан, да. И поэтому добраться в какой-то соседний городок или пляж не составляет труда. И даже недорого, кстати, по цене, не особо-то и дороговато будет. Ну да, по сути, жизнь Турции мне нравится тем, что по сравнению с другими странами иностранными, тут цены примерно либо как в Казахстане, либо даже дешевле. Да. Но есть, конечно, и другие нюансы в плане, допустим, транспорт тут дорогой. То есть тут дороже обходится проезд, но еда намного дешевле, чем в Казахстане. Да, еда, продукты. Да, овощи. Продукты. То есть примерно все очень похоже с Казахстаном. Да. Это тоже. Это один из фактов, кстати. Думаю, потому что у всех такое мысль о том, что за границей дорого, там другая валюта, вот и так далее. Нет. Плюс-минус такие же цены, как и у нас в Казахстане, в принципе. Да. Согласен? Да. Согласен со всем? Тамер, расскажи про свою жизнь. Как она у тебя проходила вот, в Турции? Ну, с самого начала. Как и у всех, в принципе, думаю, студентов. Учеба, дом. Да, учеба, дом, учеба. Ну, то есть рутинная жизнь, в принципе, но Турция реально, в Турции можно скрасить свои выходные. То есть много куда можно выйти погулять, все доступно. И очень мне вот нравится то, что тут очень много баскетбольных колец. Вот мы как баскетболисты реально очень этому рады, поскольку у нас даже, живя в Алмате, нам было трудно найти нормальную баскетбольную площадку. А тут офигенные, очень хорошие баскетбольные площадки в полном доступе. То есть любой желающий может прийти поиграть. И так со многими видами спорта. Да. Далеко не надо идти в футбол. Да, там аренда футбольного поля недорогое и, в принципе, очень хорошее. Да. Там, турки, как я повторю, турки любят футбол. Они обожают, соответственно, площадок для футбола. В хорошем качестве, я думаю, видео в Инстаграме. Вы, я думаю, видели. Вот со второго общежития нашего. Кадры видели, как там футбольная площадка и так далее. Баскетбольная, да, тоже как для меня плюс. Очень на то, что есть хорошее покрытие. Вот. В общем, хочется сказать, что проживя вот целый год практически в Турции, мы уверенно можем сказать, что нам понравилось. Все понравилось. Да, опыт хороший. Да. Окей, ребята, мы немного сменили обстановку. Давайте уже подведем итоги нашего видео. Давайте. Тамерлан, давай начнем с себя. Какие итоги? Говорили до этого все эти правила, то что не стоит терять голову от свободы, вы это уже знаете. И то, что не стоит задерживать все эти дела с документами, поскольку это может обернуться потом не очень хорошо, вы будете слишком сильно торопиться, в итоге нормальные уники можете пропустить. То есть, так что не стоит. Это вы все уже знаете. Давай. Третье. Что ты хочешь? Третье, вот успейте по документам. То, что мы не сказали во время обучения года, да, когда будете обучаться, постарайтесь найти друга турка. Да, кстати, вот, думаю, Тамер тоже согласится. Да, это очень хорошо. Да, допустим, в нашем общежитии есть
турки, которые, как и девчонки, так и парни, которые учатся, они сами родились в другом городе, просто учатся тут. Вот, да, и для них это тоже общежитие, тут они живут, вот, даже на примере есть, наши ребята тоже общаются с этими девчонками, ребятами. Вот, так что обязательно заведите друга турка, он вам поможет для развития вашего языка. Еще? Что добавишь? Да, это очень эффективно, то есть, конечно, важно то, что вы не пропускаете занятия и учите турецкий в академии, но очень важно и применять это турецкий в реальной жизни, поскольку реальное общение, это вот реально, это очень классно, это очень хорошо скажется на вашем обучении языка. Также, переходя на обучение языка и в общем про обучение в академии, хочется отметить то, что не стоит пропускать уроки. Да. То есть вообще академическая успеваемость сильно падает, если вы пропускаете уроки, поскольку у нас не как в школах. Получается, в школе ты за целый день обучаешься разным предметам, то есть по часу всего. А тут у нас есть отдельный день для математики, есть отдельный день для турецкого языка, и даже один день пропуска карается тем, что ты пропускаешь 4 часа обучения либо турецкому, либо математике. То есть за 4 часа вы можете пройти 3-4 тем, то есть это очень много. Это очень много, так что, ребята, наш вам совет: не пропускайте уроки вообще. Никогда. Старайтесь. Старайтесь всегда посещать уроки, ведь это для вас же важно, для дальнейших экзаменов, для дальнейшего поступления. Что еще можем сказать, какой совет бы мы могли дать? Не бояться перед новым, наоборот, идти к этому, познавать, изучать. Да, то есть, в общем-то, вот это вот обучение за границей, очень большой опыт на самом деле. Да. То есть ты познаешь что-то новое, видишь мир, обучаешься новому языку, вливаешься в новую культуру, то есть это просто неоценимый, очень классный опыт. Да, опыт, который хочется прожить и его пройти. Да. Можно так сказать. Напоследок хочется еще сказать про деньги, то есть не стоит бездумно тратить, потому что вы не дома, вы опять-таки за границей. Конечно, ваши родители вам будут помогать финансово, присылать деньги, но все же не стоит много растрачивать, потому что не знаешь, что может случиться завтра. Да, это точно. Старайтесь тратить немного, то есть на еду, на проезд, чтобы всегда у вас были деньги, в случае чего, чтобы на еду, на проезд, чтобы вы не пропускали уроки за то, что нет денег на проезд. Да, было такое. Мама, папа на работе не могут ответить на твое сообщение, а у тебя нет денег, не у кого занять, потому что у них тоже нет денег. То есть старайтесь вести экономный образ жизни, поскольку это вам и в будущем пригодится, и сейчас пригодится. Да, я тоже вот с этим полностью согласен. Экономьте деньги и правильно рассчитывайте. А по ценам вы можете примерно понять, какие цены у нас по видео, которые также мы снимали для Instagram страницы Global Students. 7 видео, да? В общем числе, да. Видео про цены, про где мы питаемся, сколько на это уходит. То есть обязательно гляньте это видео. Ну что ж, все. Наш подкаст подошел к концу. Да, вот на последних, обычно всегда я говорю, только в кадре всегда я говорю эти последние коронные слова, подписки и ставьте лайки. Теперь я хочу, чтобы это сказал Тамерлан, вот, и после этого... Ладно, так уж и быть сегодня. Давай. Раз я появился уже в кадре, то скажу это я. Обязательно подписывайтесь на нашу инстаграм-страницу Global Students, вот здесь, как всегда, выйдет такая иконочка с инстаграмом. Напоследок хочется выразить благодарность компании Global Students за то, что помогли нам собрать все документы еще в начале, подать на визу, осуществили такой трансфер и отдали нас в хорошие, добрые руки в Академию Тасара. И до Академии тоже хочется выразить отдельную благодарность, потому что там обучают реально классно. Спасибо вам большое всем. Удачи, увидимся, возможно, еще в будущем. Да. Всем пока, ребята, и удачи в дальнейшем.